Лагерь имени Гагарина буквально неделю назад принял 87 гостей из Украины. Накануне убедиться в их комфортном проживании прибыл глава региона Вадим Потомский. Как утверждает директор центра, физическое и моральное состояние переселенцев в порядке. Была помощь нужна на начальном этапе, но мы ее оказали. И были сделаны выводы, что серьезных проблем со здоровьем у этих людей нет. То есть сейчас на данный момент все в порядке. Быт и отдых обеспечили полностью, осталось работу, достойную подыскать украинцам. Специально для этого на базе лагеря развернули свои штабы орловские предприятия. Вакансии имеются. У меня есть возможность взять на работу 5 женщин. Консервный цех для производства мы выпускаем 50 наименований продукции, поэтому вот такая работа. Пока мы ждем. Пока не обращались, у меня ребенок маленький, и на работу пока мы не обращались никуда. Нам надо жилье. А потом уже где-то в садик, школу детей оформлять, работу мужу. Всего ли хватает, что необходимо? Достаточно ли продуктов и предметов первой необходимости? С этими вопросами ступил на территорию загородного лагеря глава региона Вадим Потомский. Все, которые здесь трудоспособное население, прибыло. 55 человек у нас получается. 5, 20, 25, еще половину. Я думаю, что сейчас. А вот далеко вообще предприятие? Отсюда 25 километров. 25. И сейчас я 4 человека уже везу непосредственно предприятие. Показывают, да. Большое человеческое спасибо и ничего кроме, в один голос говорят граждане Украины руководству региона. Такого теплого приема на Орловщине никто из вынужденных переселенцев не ожидал. Кормят хорошо, жилье есть, обеспечивают всем, обращение хорошее. Мы сегодня даем то, что есть. Спасибо. Да, теперь у нас задача с вами следующая. Дети есть, которым надо в детский сад пойти, дети надо, которые в школу должны пойти. Надо согласовать программу, по которой они обучались у вас там, провести их аттестацию, чтобы они соответствовали уровню знаний детей в России, потому что могут быть одного возраста, а дети преподавали по-другому. Должен быть личный контроль и сугубо индивидуальный подход к решению каждой проблемы, в том числе связанных с трудоустройством вынужденных переселенцев, заявил в ходе встречи глава региона Вадим Потомский. Уже сейчас в лагере действует своего рода ярмарка вакансий, где каждый из временных переселенцев может ознакомиться с предлагаемыми рабочими местами в регионе. Если работа предлагается только в Болховском районе Орловской области, то, естественно, это не решение вопроса. Мы сейчас подумаем, как мы будем делать так, чтобы для вас было комфортно, в том числе и самостоятельно искать себе работу. Мы эту возможность вам предоставим. Предоставим путем того, что будет обеспечен, предположим, 2 раза в неделю будет автобус, который будет возить вас в город Орел, Ценск, Ливны, Болхов и другие крупные населенные пункты, где с работой предложений, так скажем, больше. Обеспечивать комфорт, медицинское обслуживание, питание временным переселенцам будут ровно столько, сколько понадобится, заверил Вадим Потомский. Лагерь имени Гагарина готов в ближайшие дни принять еще 70 человек из Украины. Сергей Кравцов, Олег Фомин, телеканал «Первый областной».